Серьезно? А кто тебя уполномочил? Я за них не отвечаю. Все, я уже выступил. Когда? Вот. Эту программу все, транслирует значит, компания себя ответственно «Сетевизор». снимают. Понятно. Соломенный нос. «20:04» в российской столице. Всем здравствуйте. В эфире «Эхо Москвы» программа «И-Тим». Самая сложная программа для наших гостей. Меня зовут Алексей Соломин. В студии еще трое моих коллег. Тоже Алексей Нарышкин, Алексей Осин, Алексей Гусаров. И мы приветствуем в нашей студии министра по информационной политике Чечни Джамбулата Умарова. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. И, естественно, хочется начать с последнего инцидента с Ксенией Собчак, которая внезапно, в том числе для себя самой, насколько я знаю, посетила город Грозный и была, мягко скажем, встречена не совсем так, наверное, как ей хотелось бы, чтобы ее встретили в городе Грозном. На проспекте Владимира Путина к ней подошли молодые люди, которые оскорбляли ее и которые требовали, чтобы она покинула Чечню. Как вы относитесь к этим молодым людям? Я отношусь вообще ко всему, что там происходило, по-разному, да. Ну, во-первых, я оспорю тот момент, что Ксения Анатольевна приехала в гости. В гости обычно так не едут, да. Есть очень старая и, мне кажется, логичная пословица о том, что незваный гость, ну, хуже, неважно там, да, ну, татарина или кого-либо другого, ну, в любом случае, я еще раз повторяю, в гости так не ездят, но тем не менее, она была там, это был такой флешмоб, она никого не предупреждала, ну, согласитесь, я как министр все-таки по информационной политике, ну, я должен был где-то с ней рядом там постоять или как-то полюбоваться ею, да, взять, ну, почему, конечно, взять у нее автограф, потом показывать его, так сказать, своим умиленным детям, вот, зарядиться от нее вот этой импульсивностью, вот этой бешеной энергией, всплакнуть, увидев ее грустный вид, ну, в общем, там был бы целый букет эмоций, но, к сожалению, она нас всех этим удовольствием обделила. Вот, а она постояла там. То есть вы считаете, да. что она, извините, что прерываю, что она специально выбрала именно такой способ визита, чтобы добиться провокации? Безусловно, То безусловно. есть, если бы она сообщила вам или кому-то то было бы соответствующе организовано, ну, не охрана, конечно, сопровождение, и ничего бы не было. Было бы все абсолютно организовано, там не нужна была охрана. Вот, ну, вы знаете, что меня скоробило, честно вам скажу, я об этом как-то, по-моему, даже говорил, меня скоробила вот, особенно концовка вот этого флешмоба, когда она вот так вот беспардонно свернула вот эту свою бумажную скрижаль, на которой было написано «Свободу Аюбу Титиеву», и всем тут же стало понятно, ясно. И, кстати, я сказал, чтобы об этом не писали, чтобы не нагнетать как бы антисобчакскую, собчаковскую, я не знаю, как правильно сказать, истерию, чтобы все было спокойно, но было очень неприятно, как она это все сворачивала в трубочку, и совершенно было видно наплевательское отношение, было видно, что судьба Титиева ей до лампады. А дальше, да, дальше у нее, так сказать, в сопровождении таких гуманных, так сказать, гуманистично настроенных добрых фей, как Милашина, она стала ходить по Воскресному проспекту имени Путина, она специально его выбрала. Ну, для меня, как политического технолога, конечно, это я абсолютно все вижу, все это просматриваю. И вот эти магазины. Видимо, к приезду светской львицы чеченский народ должен был с криками «Осанна» выскочить, вывалить буквально к ней навстречу и, так сказать, пасть ниц. А вот перед новоявленным кандидатом в президенты, ну, вы понимаете, это нонсенс. Потом они ходят, ищут открытые, неоткрытые, начинают констатировать факты закрытия магазинов, безлюдности, так сказать. Да вы спросите у любого, я не знаю, чиновника, простого гражданина, простого жителя Чеченской Республики, закрываются ли наши проспекты по выходным? Закрываются на случай, если горячие горцы и горянки нашей национальности там, и наших гостей
из других регионов, чтобы они посмотрели. Может быть, кто-то хочет лезгинку станцевать, может быть, кто-то хочет на улице попить кофе, может просто прогуляться с детьми. Машины – это опасно. Там проезжая часть, поэтому это все закрывается, и к приезду Ксении Анатольевны это не имеет никакого, ни малейшего, никакого отношения. Погода была пасмурная, погода была не для прогулок, и тем не менее там люди ходили, гуляли. И вот эта вот женщина с девочкой, которая там гуляла, это была не чеченка, так сказать, это была приезжая, так сказать, туристка. Вот. Предвосхищая ваш вопрос, значит, щадя наш эфир, скажу вам, что, конечно же, я не одобряю никаких выкриков, я не одобряю оскорблений, я не одобряю это, и не только потому, что они были в адрес Ксении Собчак, вообще в адрес кого-либо, оскорбления, нарочитые оскорбления. Простите, правда ли, что это уточнить. молодые люди, это родственники, в том числе лица из администрации Грозного? Вы знаете, вы знаете, я не исключаю родственных связей абсолютно, потому что чеченский народ настолько мал, что чуть ли не каждый каждому родственник. Поэтому те люди, которые, значит, концентрировали внимание на том, кто кому родственник, а кто кому нет, ну, вы знаете, я вам скажу, грубость, она не имеет родственных начал, и я уверяю вас, что это их родственники, там, отцы, братья там, и так далее, представители рода, они уже им высказали. Это была самодеятельность молодых людей, это правильно? была абсолютная самодеятельность, но с чем она связана? Еще раз повторяю, я это не одобряю. Но, с другой стороны, как ассоциируется Ксения Анатольевна? Ведь она несколько раз приезжала в нашу республику, она всячески выказывала дружбу с Рамзаном Ахматовичем, а потом совершенно вероломно говорила абсолютно иные вещи. И потом все ее вот эти, извиняюсь, выкрутасы в разных шоу, на разных каналах, на глянцевых журналах, это, конечно, ее личное дело. Вот. А что с ней произошло? Ну, Что с Собчак вот, произошло? потом, Может быть, деньги? Когда ее увидели вот в таком вот грустном виде, и когда вот сомнений в ее тягчайшем лицемерии не оставалось ни у кого, вы знаете, очень многие, наверное... Простите, а в чем лицемерие? Лицемерие, ну, вы знаете, всем же было видно, что Ксения Анатольевна не похожа на Жанну Дарк, которая вышла с мечом справедливости для того, чтобы защищать права и свободы граждан. При этом Скажите, погиб. ребята, А Рамзан Кадыров свято. Смотрите, Да. Ксения Собчак в свое время ездила в Грозный, да, как другие Она представители хочет бороться за мир так, шоу-бизнеса. чтобы никто не выжил. Да. Поясните, пожалуйста, вот Ксения Собчак в свое время ездила в Грозный, как другие представители шоу-бизнеса. Плотно общалась с Рамзаном Кадыровым. Потом стала критиковать власти Чечни. Теперь Рамзан Кадыров ее считает предательницей? Вы знаете, не употребили слово «вероломно». не такова фигура госпожа Собчак, чтобы прям совершить нечто, что было бы, что напоминало бы предательство, там, да, серебряников не хватит. Поэтому я считаю, что она просто иной человек. Давайте, я не хочу все-таки кандидата в президенты Российской Федерации называть каким-нибудь, скажем, впадать в образность или в аллегории, которые ей не понравятся. Она гражданин Российской Федерации, она имеет полное право посещать любую республику, любой регион. Если в следующий раз она меня предупредит, я сам с удовольствием пойду ей навстречу, буду везде сопровождать, буду рассказывать о том, что происходит у нас в республике, и организовывать все Джамбулат, необходимые встречи. вопрос, Уточню. давай. Но ведь наверняка, когда Ксения Собчак только вступила на чеченскую землю, и вы, и Рамзан Ахматович были уведомлены спецслужбами, не знаю, людьми, которые на вас работают, о том, что приехала Ксения Собчак. Ну, я вас, может быть, немного разочарую. Ни я, ни Рамзан Ахматович, может быть, к сожалению, мы не работаем на спецслужбы, и спецслужбы, наверное, не работают на нас. Я скажу про себя. Я не был в курсе. Рамзан Ахматович, он глава региона, может быть, он и был в курсе. Но это все предварялось одним очень интересным событием, ребят. Она же напрашивалась к нему в гости, она же с ним помириться хотела после вот этого знаменитого интервью Кашеваровой. Сама Ксения Собчак говорила, что не хотела помириться. Это неправда. То есть она сама же об этом заявила, и Рамзан Ахматович ее не принял. А почему? Ну, не принял, потому что, а как было бы, если бы Рамзан Ахматович за день, за два до этого, да, на весь мир
заявляет о том, что, так сказать, она не очень, я извиняюсь, не очень хороший человек, и тут же он ее принимает. Ну, хотя бы время какое-то должно пройти. Ну, Ксения Анатольевна, ну, нельзя так уж... То есть так сейчас грубо он по-прежнему поступать. не готов с ней встретиться? Я станет. обязательно, да, я когда вернусь в республику, я обязательно спрошу Рамзана Ахматовича, насколько он готов или не готов с ней встречаться, и если потом это будет интересно журналистам, я отвечу на этот вопрос, осведомившись у него. С Ксенией Собчак, в штабе Ксении Собчак работает Антон Красовский, который по известным причинам не поехал в республику. Можете ли вы сейчас сказать, что бы было, если бы он приехал, как бы его приняли? И приняли бы его в А республику? можно узнать о причинах, потому что я как бы не обязан. Антон Красовский открытый гей. Ну тогда, конечно, я понимаю, он опирается на то, что если в Чеченской Республике нет геев, значит и ему там не место. Это Но он личное у нас дело. в эфире, То он у есть нас это- в эфире сказал, что просто побоялся приехать в Чеченскую Республику, Но потому это же что не смущал ненормальная последствий. ситуация. Вы знаете, Чеченской Республике совершенно параллельно, кто он. Самое главное в Чеченской Республике это не пытаться устраивать из этого какие-то флешмобы, да, не пытаться выставлять это наружу, гордиться этим на земле, где об этом даже думать не было принято. Вот, то есть Ему мы же с вами угрожало- не хотим, скажем, ну, смотрите, если мы говорим, что вот когда приезжают те же самые кавказцы и танцуют лезгинки там у На Манежной памятников, площади? да, у памятников русских писателей там или кого еще, я всегда в своих выступлениях говорю, я понимаю этих людей, потому что действительно для демонстрации вот каких-то культурных жемчужин и зерен, да, для этого есть специальные места. Для этого есть специальные клубы. Кстати, клубы специальные есть и для господина Красовского, да, вы А в сказали? Чечне они есть? Вот. В Чечне их быть не может априори, потому что там как бы... А почему? Подождите, секундочку. Да, там Важная герои, вещь. там ветхозаветские герои Содома и Гоморры, они просто, Важная их вещь. просто там нет. Правда, Если бы нет. Антон Красовский приехал туда, он бы приехал туда не для того, чтобы всем рассказывать о том, какая у него сексуальная ориентация. Он за другим бы приехал туда. Но у меня есть убеждение, что он бы получил по физиономии как раз за то, что он гей, а не за то, что он бы делал в Чеченской Республике, не за то, что он стоял бы с плакатом «Свобода Аюбу Титиеву». Даже то, что он туда не поехал, сказал вам об этом, и вы сейчас мне это транслируете, уже говорит о части коварной, очень коварной, циничной и рассчитанной на большой хайп в медиапространстве ход Ксении Анатольевны. И Красовский очень грамотно это все дело втемяшил. А вам, ради чего, дорогие мои Джамбулат? друзья. А ради Объясните, того, пожалуйста. чтобы еще один Как можно этот вот пиариться на чеченской теме? старый закаленный камешек о геях бросить опять в Чеченскую Республику. И Так что? Как это конвертировать в глаза избирателей? Элементарно это конвертировать в глаза избирателей, В потому Чечне что... хорошо, вот есть стереотип, в Я Чечне не любят объясняю, геев, я а я объясняю, уверен, я в России объясняю. тоже не Я любят геев. в объясняю, большинстве. потому что, вы семей. знаете, мало кто думает там гей, не гей. Если человек, у него в сознании, поверьте мне опять как технологу, если у него в сознании вкрадывается, так сказать, идея о том, что вот за что-то, неважно за что-то, гей, не гей, я не знаю, там либерал, сталинист, коммунист, каратист, кто бы ни был, если вот есть какая-то часть людей, часть социума, которая возбраняется, ненавидится, порицается, погоняется, изгоняется из какой-то республики, туда и остальные не захотят поехать. То есть и не только там геи или не геи, понимаете? Никто не захочет ехать туда, где кого-то насилуют, где кого-то изгоняют, где над кем-то издеваются. Я бы, например, не поехал. Если бы я, человек, не имеющий никакого отношения, скажем, к политическим процессам в Германии, если бы мне сказали, что какие-нибудь молодчики там бьют, я не знаю, там, славян, чехов, например, бьют, или болгар, не будучи ни чехом, ни болгарином, а будучи россиянином, я бы тоже, знаете, повоздержался бы ехать туда, а вдруг меня с кем-нибудь там спутают. Так Да? ведь это и есть большая проблема для Чечни. Это проблема не для Чечни. Это проблема не для Чечни. У Чечни этой проблемы нет.
Чечня сегодня находится в очень таком интересном состоянии. Чечня, которая пережила две страшнейших катастрофы, между которыми буквально были считанные года, да, между двумя этими войнами. Только не забывайте, что это наша общая катастрофа. Совершенно верно. И Нет, россияне переживали не меньше. Нет, подождите. Россияне как раз-таки переживали не меньше, но испытывали ее на себе в основе своей, да, на своей шкуре. Именно чеченцы. А вся именно Россия чеченский жила в народ. страхе в это время. Да, и, ну, видите, этот страх-то создавался в лабораториях Москвы, он же не создавался в Грозном, он не создавался в Вашингтоне. Секундочку, дома Да. в Москве кто взорвал? Вы знаете, вопрос, скажем, на который нет ответа ни у спецслужб, ни у политиков, ни, я не знаю, у ученых, у людей, которые, так сказать, должны были на этот вопрос ответить. Я только могу вам сказать, что я не знаю, кто их взрывал, я не знаю, для чего их взрывал. Но принято считать, да, что якобы это делали террористы, хотя к этому очень много, так сказать, вопросов. Но вы в и это на не эти верите. вопросы я, знаете что, честно вам скажу, были бы эти взрывы, не были бы эти взрывы, основной причиной того, что началась вот эта вторая страшная война, мы, во всяком случае, так считаем, это нарушение Хасавюртовских соглашений. Когда басаевские банды, нарушив это соглашение, пришли на территорию Дагестана. Там, знаете, дома, это большая трагедия, это кровь. Чеченский народ, я вам скажу, да, отвечая, опять-таки, все-таки на ваш вопрос, чеченский народ, кстати, переживал, наверное, в 2 раза больше, чем те, кто жили в этом городе, в Москве, Волгодонске и так далее, потому что мы знали, что это предтеча, это начало, вот как стихия кровавая вот это надвигается, и каждый чеченец понимал, что мы обречены на новую, Извините, пожалуйста. еще более кровопролитную Я вас не войну. очень понял. Если взрывали дома не террористы, то кто? Нет, я не говорю, что дома не взрывали террористы. Вы сказали я якобы. считаю, не путайте. Я сказал вам, что я не могу ответить на этот вопрос, и сказал достаточно явно, по-моему. Еще Хорошо. 3 Алексея свидетели, да? Я сказал, что я не знаю ответа на этот вопрос. Террористы, Я его- да, но непонятно. Выразили сомнения. Да, какие непонятно, террористы. Раз мы да, перешли к непонятно, боевикам. какие С точки террористы. зрения нашего Спасибо, государства. Леша, К спасибо. 90-м годам у вас нашелся адвокат. Рамзану Кадырову Нет, у меня нашелся праведный человек, часто свидетель. Да. приписывают фразу Мгм. о том, что первого русского он убил в 16 лет. Мгм. Был такой факт в его биографии? Полная чушь. Это даже по годам, если распределить, да, это даже по... Да, в 92-м не было конечно, боевых действий. Нет, в 92-м не было, в 91-м не было. Это все полная чушь, которая была Откуда это состряпана, родилась? я объясняю, Ага. которая была, по-моему, была состряпана еще малоуважаемой мной госпожой Латыниной. Вот, я думаю, что это было именно вот ею состряпано. Ну, если я не прав, пусть она не серчает, но во всяком случае это сделал, это вот такой был очень коварный, очень несправедливый ход против человека, который в это же самое время он и его товарищи, не жалея своих жизней, боролись с международным терроризмом. Как Рамзан Кадыров относится, когда упоминает эту фразу? в Вы медийной знаете, сфере? я не скажу вам, я скажу, и будет интересно сейчас оборот такой, я думаю, вас это тоже тема интересует по поводу пародии и извинений, да? Знаете, почему я не очень хорошо отозвался в адрес Данилы Поперечного? Почему? Вот это Данила, почему я Я считаю... просто напомню нашим слушателям, Да. Данила Поперечный сделал пародию на Рамзана Да, Кадырова. Это совершенно видеоблог. верно. Вот это Да. к тому, что сказал Леша в своем первом вопросе. Ну, все к этому отнеслись. Ну, смотрите, там Поперечный, Данила, так сказать, с Нижнего Тагила, да, он совершенно спокойно там пошутил. А вы помните эту фразу? Первый подарок я сделал в 16 лет. Она была в самом начале. У Все, Поперечного. все. Данила для меня действительно стал с Нижнего Тагила, понимаете? Это маргинальная, люмпинская, пошлая шутка, которая не должна была звучать. Это не пародия.
Это не пародия, когда я намекаю на то, что я, так сказать, этим самым обвиняю человека в убийстве первого русского в 16 лет. И что, какую он хотел, после этой нарочитости, какую он хотел услышать в свой адрес, так сказать, какие дифирамбы он хотел слышать от нас. А если бы этой фразы не было, Рамзан Кадыров как относится спокойно, когда его пытаются пародировать, в каком-то смысле, может быть, даже шутить Рамзан над ним? Ахматович, я вам скажу, я свидетель тому, и надеюсь, что вы приедете, тоже свидетелями тому станете, он даже иногда сетует, что шутки в его адрес не так остры. Ну вот, А пожалуйста. в его адрес кто только не шутил. И Галустян шутил, да? И, в общем, весь арсенал шуток в его адрес Кто-нибудь, запускался. друзья, Да. кто-нибудь хочет про Кадырова пошутить? Вот насчет При всем- извинений. желающим. при всем уважении, Дизайнер Михаил Артемий Галустян- Лебедев. Михаил Галустян все-таки шутил согласованно, и мы видели, что это было... ну, Согласован с Рамзаном смотрите, Кстати, вот, скажем, эта шутка утверждалась в случае с Галустяном? До. вы знаете, я думаю, что это была идея Миши, он хотел, как бы, это, конечно, эта шутка не просто, ему, Мише, нужно было, ну что там в этой шутке же не было ничего такого-то, ребята. Нет, я даже не там помню, было что за шутка, мне сам никакой факт остроты, интересен. но он подошел, там, там руку пожал Маслякову, там что-то там, несколько фраз таких, и даже не на грани, да, и все хохотали, все смеялись, потому что действительно Миша в образ вошел достаточно глубоко и сделал это достаточно артистично, как ему это присуще. А то, что касается Поперечного, ну это не шутка, ребят, ну это не шутка, это не просто, да, это даже не оскорбление, это какое-то такое прям обвинение, Ну, скажите, которое, по да. такой А он реакции- поспешил на меня в суд подавать. Я Он правильно поспешил. понимаю, что когда Рамзан Кадыров слышит упоминание того, что он якобы убил первого русского в 16 лет, он приходит в бешенство? Вы знаете, главе Чеченской Республики, Или, так скажем, национальному это лидеру... очень сильно его раздражает? Ну да, ну конечно, подождите, Рамзан Кадыров это человек, да? Почему тогда С Нарнам- Рамзан да. Кадыров не подает в суд на клевету? Вы знаете, Рамзан Кадыров человек верующий, поэтому он всегда уповает на Всевышнего. И я думаю, что он считает, что это для него мелко. Я тоже поддерживаю его в данном Хорошо. случае. Я И вот это миф, ребята, это миф о том, что там вот, да, было несколько человек, которые перед ним извинились. Да, так медийно достаточно извинились, да. Но с другой стороны, давайте мы с вами подумаем, справедливости ради. Вот вас взяли и оскорбили. Это естественное, Леша, желание, да, выйти и вот к этому обидчику, ну хотя бы, я не знаю, Посмотреть в глаза. посмотреть в глаза, да, слушай, свинья, ты что про меня, я Ну, извиняюсь. только у меня нет своей да? армии, своих людей, которые вместе со мной работают. У меня нет такой физической подготовки, чтобы... Простите, Я- а что, нужна армия для того, чтобы Вот просто хам извинился? Просто Это же хамство. изначально Рамзан Кадыров выглядит сильнее и мощнее, чем человек, которого он заставляет извиняться. И Хорошо. поэтому создается Хорошо, впечатление, что... Леш, я понял. Хорошо, разве это критика, когда ты знаешь, что человек сильнее, когда ты знаешь, что человек медийнее, когда ты знаешь, что человек могущественнее, кстати, да? Когда ты знаешь, чем человек в данный момент занимается, и знаешь, что в то же самое время человек очень раним к разным таким шуточкам, человек, прошедший 2 войны, человек, победивший международный терроризм, единственный командир, генерал боевой, который его победил по-настоящему, и в боевом смысле, и в идеологическом, в каком угодно, да? И зная это, он молодой человек, он достаточно импульсивный человек, он пассионарий самый настоящий, да? И вот когда появляется какая-нибудь или какой-нибудь там, ну, в общем, человек, да, который микроскопичен, подобно амебе, да, и ему захотелось вдруг нарастить кучу разных клеток и превратиться в очень значимое существо с крепкими, так сказать, нервами и большим сердцем. Ну, так не получается. И вы знаете, мне кажется, что здесь такой синдром зайца, который вдруг расхорохорился, вбежал в кусты, потом от собственного шороха трухнул, да, и как бы уже бедный потерял сознание. То есть никто этих людей не ходил, не заставлял извиняться. Это потом они
делали вид, что они извиняются. Это, смотрите, сколько хайпа словили. Это вот пошел, попародировал Рамзана Кадырова, сделал это пошло, сварганил вообще, я не знаю, такой кэтч просто, вообще ужас это был. Извините, а ему Да, льстит, что всё. его так боятся и считают его таким большим и ужасным? Многие. Мгм. Кадырову льстит это, или он как к этому относится? Как вы считаете? Вот ваши- поверьте, Леш, у Кадырова сейчас столько дел. Но он же реагирует, обижается, вы говорите. Я поэтому спрашиваю, как он относится. Да, смотрите, больше даже, вы заметили, что вот в последнее время, как человек, которого вы уже знаете, который не раз был в этих пенатах, вы же знаете, что в основном сейчас как бы не он даже реагирует, а мы, команда, реагируем на это, потому что наша работа, чтобы все-таки у человека не отнимали на это время. Это, я еще раз повторяю, критиковать Кадырова, это не страшно. Тем лучше вам льстит. или нет? Давай, а вот льстит ли это Кадырову? Смотрите, посмотрите, вы же сами только что назвали целую кучу эпитетов, когда человек, имея их, должен быть самодостаточным. Кадыров самодостаточен. Я напомню, что в эфире у нас министр по информационной политике Чечни Джамбулат Умаров. Программа «Этим» продолжится через 5 минут. Хотелось бы просто тему Программа с «Эйтим». извинениями перейти к другой теме. Но вот вы читали письмо дизайнера Артемия Ленина? Подожди. Да. Ты хочешь в перерыве? Да? Читали, да, Мы там были продолжаем слова. в Ютьюбе вещать. на Ты всякий сильный, случай. дерзкий, тебя все боятся, но все, которые перед тобой извинились, на самом деле не извинились. Это цитата, да? Как вы к этому относитесь? Типа я извинился, но держал пальцы крестом в Знаете, кармане. что это за критика? Опять, смотрите. Вот Там то, был что смысл сделает- в том, что если сделал Артемий, он подожгут сильно, паяльник, то, конечно, человек извинится, да. Хорошо, а зачем ему нужно расковыривать этот улей отрицательных эмоций, если он заранее все знает? Я вообще не понимаю человека, который идет на какой-то поступок. Это, знаете, он подобен человеку, который вступает в подпольную организацию, заранее зная, что он ее предаст. Не понимаю аналогии. Фу, как, не понимаете? Прочитайте это письмо. Он там расхорохорился, как я только что говорил, мы даже к нему не подходили близко. И в конце он там говорит, что я заранее готов извиниться, если мне представить. Кому ты нужен? Ну, это Тебя же- кто знал? Тебя только узнали из-за того, что ты плюхнул это вот А такую вы глупость. до этого не знали его? Это Я сарказм. Не слышали? Знаете что? Это почитайте самый известный письмо. дизайнер в России. Да, может быть, он самый известный дизайнер. Я еще раз повторяю, он, зная наш менталитет, прекрасно зная, он, видимо, у него есть кто-то, может быть, из знакомых и друзей чеченцев, которые, он это зная, вот в разговоре мы даже можем с вами говорить о каких-то совершенно параллельных вещах, но если вы начнете материться, чеченцу этого достаточно. А он там матерится. Он всегда матерится. Понимаете? Мы не хотим общаться с людьми, которые матерятся, причем делают это медийно. Но это Делают же было это, знаете... Не в адрес чеченцев, а это было после Нет, случая, вы когда знаете, какая мне разница, в жители какой Ингушетии адрес? заставили извиняться РНТВ. Значит, жители Ингушетии совершенно, если то, что я слышал, это правда, что была оскорбительная выходка, фраза в адрес горянки. Ингушка она там, дагестанка, без разницы. Вот таких хамов надо заставлять, действительно заставлять, чего бы это ни стоило, извиняться. А почему если они не шутить извинятся, то наказывать. Про русских это можно, нет. а про нет. горянок нет. Нет, подождите. Называть проститутками русскую, эскорт-услуги. еврейку или эскорт-услуги, какие бы услуги они ни были, да, значит, никто не вправе. Никто не вправе, потому что, это пошло, ребят. Посмотрите, как шутили наши с вами отцы. Ну хорошо. Не было никакой нарочитости. Посмотрите, как они остро, хорошо, прекрасно шутили. Люди с чувством юмора. Помните, да, советское время? Помните, была передача прекрасная «Вокруг смеха». Там кого-нибудь задевали? Но чувство юмора нельзя Ничего. воспитать из-под Но это палки. не чувство юмора, ребят. Вы говорите, пошлая шутка. Хорошо, неудачная шутка. Зачем за это наказывать и заставлять извиняться? Никто никого не наказал. Ребята, нет, это воспитательная такая процедура, я вам скажу. Если ты понял, что ты совершил какую-то бестактность, хотя бы, да? Вот если вы совершите бестактность, вам стыдно будет извиниться? Я не понимаю, в чем была бестактность. Ну как? Зачем? Почему Какой сразу? пример разбираете? Эскорт-услуги. Да, эскорт, как в чем бестактность? Они прекрасно знают. Они Неужели разыгрывали вы думаете? сценку. Ну,
где одна из девушек изображала девушку из эскорт-услуг. И была там какая-то шутка. Я даже не помню, в чем шутка. Если ты шутишь, Так. не нужно говорить ингушка, русская, еврейка, дагестанка и так далее. То есть нельзя не упоминать окрашивать, национальность. конечно. Ты живешь в многонациональной стране. Нельзя окрашивать национальные орнаменты фривольные шутки. Есть же шутка над евреями, есть еврейские анекдоты. Я категорически против вот таких пошлых еврейских Сами евреи шуток. рассказывают отличные Если анекдоты. их сочиняют и рассказывают сами евреи о евреях могут рассказывать все, что угодно. Если бы эта шутка была ингушей в адрес ингушей, мы бы все дружно аплодировали бы. Ничего бы за этим абсолютно не было бы. Но если о евреи начинают шутить, и если о евреи начинает пошлые анекдоты рассказывать представитель другой национальности, я уже прослеживаю начало антисемитизма. Да, Понимаете, ну и русский, немец, поляк, это бесконечная история. Габровские, там, шотландцы, там. По-моему, к этому вот, да, про анекдоты, я не про проблемы с про этим? эскорт-услуги ни в коем мере. Там, да. Я не знаю этот кейс, к сожалению, да, но тут вот, я думаю, перебарщивать не стоит. Нет, перебарщивать не стоит. Это же Всё образ равно. русский, там, кавказец, который там, значит, ест шашлык, и, там, не знаю, Со что-то смехом? Ну, делает. хорошо. Такого плохого. Нет, Леш, здесь я согласен. Сирию хочу. Смотря о чем мы шутим. Да? тему. Смотря на какую тему. Ну, согласись, это некрасиво. Но Ну, я будем кейсы-то сейчас не что-то там... нет, там кейс какой был, они прекрасно знают. Кто задает вопрос. Не надо так. Мы войдем сейчас. Программа «Интим» продолжается 20:35 сейчас в российской столице. Мы работаем в прямом эфире. Мы — это 4 Алексея. Алексей Соломин, Алексей Гусаров, Алексей Осин, Алексей Нарышкин. Вещаем, кроме того, мы на канале «Эхо Москвы» в YouTube. Можете подключаться и смотреть нас в прямой видеотрансляции. Ну а гость наш сегодняшний в самой сложной программе для наших гостей — Джамбулат Умаров, министр по информационной политике. Еще раз здравствуйте. Еще раз здравствуйте. Гусаров. Тему изменений закроем, потому что про это можно говорить бесконечно. Кстати, те, кто смотрел в прямой трансляции, могли узнать об отношении Джамбулата Умарова к письму Артемия Лебедева. Можете в записи потом посмотреть в YouTube. Это такой эксклюзив получился у нас для тех, кто смотрит видео. Часто приходят новости, что из Сирии вывезли женщин и детей. Но не секрет, что вдовы боевиков часто становятся смертницами. Не получится ли так, что при поддержке властей Чечни в Россию прибывают потенциальные смертницы? Назовите мне хотя бы один случай в России, на Северном Кавказе, где вдова боевика, привезенного из Сирии или из Ирака, оказалась смертницей. Слава богу, нет. А в чем разница? Но были Объясняю. случаи взрыва метро, когда это были вдовы. Объясняем. Боевиков. Вдовы они были, не вдовы, я не знаю. Давайте мы с вами будем конкретизировать, да? То есть, если мы сейчас с вами говорим о женщинах, которые привезли из Ирака, женщинам, которые, будучи обмануты, думая, что их мужья там в какой-то национально-освободительной или священно-религиозной войне участвуют, а поехали за ними, их, так сказать, как эта вся система проходила, мы очень хорошо знаем, заманивали разными, так сказать, путями туда. Фактически эти люди оказались заложниками, наверное, самого страшного медийного обмана, потому что ИГИЛ – это гениально сконструированный идеологический и медийный проект. И, разумеется, очень многие на это клюнули. В первую очередь, это были, так сказать, мусульмане сами, но и проблема неофитов, она открылась тоже. Понимаю вашу позицию, но смотрите, Россия убила их мужей. Они, возможно, захотят отомстить. Как вы можете дать гарантию, что они не захотят отомстить? Установлено ли за ними специальное наблюдение? Кто за них должен поручиться? Значит, смотрите, для того, чтобы понять, сделают они это или не сделают они это, какова их вина, есть ли она вообще, я думаю, что там тоже сидят не дураки, и есть определенная, может быть, система фильтрации. Я вам так скажу, там, где, так сказать, куда приезжают специалисты, смотрят, я думаю, что вдовы, вот эти, о которых вы говорите, у них там отомстить за своих мужей, подорваться и так далее, гораздо больше и шире возможностей, чем приехать обратно сюда. Там, в смысле, в Ираке или в Сирии вы имеете? Совершенно верно. Да. То есть они могут пробраться в любой, так сказать, лагерь, сказать, сдаем СУ,
тот же Хмеймим, да, и там подорваться, или еще где-нибудь подорваться. То есть это мы привозим женщин и детей. Мы не рассматриваем их через призму вот того, что они, а вдруг или не вдруг. Ну, знаете что, потенциальным таким смертником в России сегодня может быть любой, кому удастся вспудрить мозги, кого удастся зомбировать вот этим вот, так сказать, технологам, которые через социальные сети, через интернет это делают и делают достаточно удачно, к великому нашему сожалению. Тогда следующий вопрос. Варвару Караулову, студентку МГУ, осудили на 4,5 года только за попытку примкнуть в Сирии к боевикам. Сама она говорит, что она влюбилась в человека, который оказался вербовщиком. Получается, ее обманули, но при этом она там не жила, и она в деятельности, террористической структуры никак не участвовала. Да? Ее осудили, она сейчас в колонии. А возвращаются женщины, которые там жили, которых вполне могут обвинить в причастности к террористической деятельности, потому что их родственники были в этом замешаны. Где в этом справедливость? Я не знаю, насколько справедливо или несправедливо осудили Варвару Караулову, но в отличие от Варвары Карауловой, Алёш, которой было куда деваться, у которой была возможность передумать, у которой была возможность, если ей угрожает, обратиться в соответствующие органы, такой возможности у тех, кто пожалел, понял и прозрел в Ираке и в Сирии, не было. Это чревато было для них. Поэтому они сидели и помалкивали. И сегодня эти девочки, женщины, возвращаясь обратно, рассказывают об этих кошмарах. Сколько человек вернулось? Вы можете сказать за год? Ой, вы знаете, их вернулось много. Порядок. Их вернулось много. Я думаю, что это... Знаете, давайте мы с вами, может быть, отдельно в какой-то передаче об этом поговорим, потому что мы продолжаем их возвращать. Их уже там, по-моему, за 100 перевалило точно. Вот, поэтому я специальный подсчет там не вел. Там есть люди, которые специально... А с мужчинами власти как, Чечни. извините? Бывают конфликты. И они что же их вывозят, возвращаются сами, арестовывают или как это происходит? Значит, с мужчинами немного иначе ситуация, потому что там все-таки им противостоят, да, Леш, им противостоят правительственные войска как Ирака, так и Сирии, и там уже действуют законы военного времени. То есть, если они получают статус военнопленных, я думаю, что это уже решать Сирии и Ираку. Это там, я же не про то, а про тех, которые возвращаются каким-то образом. Есть, да, такого нет. Объясняю, такое есть, возвратившиеся есть, причем те, которые, возвращаясь, тут же, так сказать, приходили с повинной, они отсидели достаточно небольшие сроки, или отсиживают некоторые из них, такие тоже есть, и которые тоже, кстати, вот благодаря им мы очень многое сделали, скажем, в вот этой контрпропаганде, так называемой, я не боюсь слова пропаганда, кстати, да, контрпропаганде, которая идет, потому что, представьте себе, как это важно, когда приходит одумавшийся человек и рассказывает о том, как его обманули и что там на самом деле творится. И благодаря, кстати, не в малой степени вот этим прозревшим ребятам нам удалось сделать очень много. Извините, а я видел такую штуку, вы меня поправите, как стоят старейшины, пожилые люди, я не знаю там кто они, и стоят вот эти молодые люди. И, значит, старики этим молодым людям просто, так сказать, как у нас говорят, пихают. Это что за процедура? Такое пихают. Как, они их ругают. Что ж ты, как ты опозорил нас? Да куда совершенно же ты верно. Это что за процедура и как она работает? Это процедура работает на протяжении тысячелетий из поколения в поколение. Это процедура осуждения провинившихся. Например, если, скажем, молодые люди могут оказаться в нетрезвом состоянии, совершить какие-то неблаговидные поступки. Молодые люди могут, сейчас у нас активно идет борьба именно с преступлениями на дорогах, правонарушениями, борьба с наркобизнесом идет очень активная, и с многими другими вещами. Конечно же, в этой борьбе мы, так сказать, обнаруживаем отдельные личности, к сожалению, да, которые в первую очередь, и самое страшное это для них сегодня, это не архаизм, кстати, это очень, если даже и архаизм, то очень полезный. Возрождая наши традиции и обычаи, создаются специальные комиссии, которые работают с такими молодыми людьми.
Это в основном те, кто подвергались, не подвергались, а, скажем, были замечены в употреблении наркотических веществ, там, да, Ну, порядка, хулиганы, уже. ну, в общем, да, нехорошие парни, bad boys, да. И помимо этого, может быть, другую сторону нашей жизни вы видели, например, такую, как у нас еще дореволюционные есть, как бы, скажем, ну, все знают, что такое вендетта, да, чтобы было понятно. Ну, кровная месть. да, Кровная правильно. месть, да. И кровная месть, она из поколения в поколение уже традиционно. Может, там, конечно, нет там этих гор трупов, убитых, там, да, вот как в этих сагах про Корлеоне там и так далее. Я хочу сказать, что но тяжбы эти остались, их было их сотни, их было, и для этого, чтобы раз и навсегда от этого избавиться, внимание, Рамзан Кадыров создал эту комиссию, и эта комиссия закрыла вопрос этой вендетты, то есть все, кого надо было простить, простили, все, кто, это обычно называется маслахатом, то есть вот этот маслахат был сделан, и очень многие кровников простили своих. И для этого нужно было тоже с молодыми людьми, и с одной и с другой стороны, проходить какие-то процедуры. Кстати, И Рамзан смотрите, Кадыров и самое главное, помирился? ребята, вам будет очень интересно, обычай умыкания невест, Так. он перестал существовать. Вот мы просто собрались. Будешь делать Смотри, шашлык из этой невесты, не Конечно, забудь пригласить. конечно, дорогой, Правильно да. я понимаю, что Но вендетта это неправильный сейчас... акцент, у чеченцев Я нет понимаю, такого Правильно да, акцента, понимаю, да. вендетта сейчас в Чечне вне закона. Вендетта, конечно, она вне закона, вне, скажем, закона Российской Федерации, вне закона Чеченской Республики. Если она где-то явно, допустим, кто-то может в обход закона решать свои родовые вопросы. Мы, Это так преступление. сказать, конечно, Уголовное. это уголовное преступление, потому что, если ты попался в убийстве, если тебя там неважно, ты кровную месть ты Ну, просто- совершаешь или еще что-то, ты ответишь по закону. Скажите, конфликт Рамзана Кадырова с Исой Ямадаевым, он прекращен или нет? Вы знаете, я честно вам скажу, вокруг этого конфликта слишком много историй, да, и ненужных историй, и выдуманных, и высосанных из пальца. Были сообщения, что они помирились. Это не так. Знаете, я честно вам скажу, я никаких конфликтных ситуаций вокруг этой истории вообще не вижу и считаю, что эта тема давным-давно умерла, и почему ее снова вытягивают из преисподней. У Исы Ямадаева убили двух братьев. Мгм. Он обвинил в этом Рамзана Кадырова. Ну, мало ли, Потом кто уехал. в чем кого обвиняет. Потом были сообщения, что они Я могу помирились. голословно обвинять кого угодно, и, так сказать, но если помирились... Конфликт значит, между Кадыровым и Ямадаевым, он существует, он был, в какой он сейчас стадии? Вы знаете, я не знаю, в какой он стадии и насколько он существовал, потому что я тогда не был ни министром, ни, так сказать, другим лицом. Даже если бы был, это это не политический вопрос. И я абсолютно не знаю, до какой степени между ними были какие-то конфликтные ситуации, к чему они приводили. Но одно я вам скажу абсолютно точно, отвечая на ваш вопрос. Рамзан Кадыров никогда в жизни не будет мстить по каким-то политическим мотивам. Он никогда в жизни не будет мстить по каким-то другим корыстным мотивам и целям. А по личным? Рамзан Кадыров, по личным тем более, Рамзан Кадыров объявил священную войну Газават террористам. Он объявил ее тем, кто хочет взорвать тишину на наших улицах. Поддержка карикатур в Шарли Эбдо могла быть поводом для убийства Для убийства кого? Бориса Немцова? Ну, вы знаете, Это мог быть- сейчас Это могло быть таким существенным, скажем так, для Рамзана Кадырова существенным таким моментом? Для Рамзана Кадырова карикатура на пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, как и для всех мусульман, истинно верующих, в том числе вашего покорного слуги, Это, простите, вы сейчас что сказали? да благословит его Аллах и да приветствует. Мусульманин обязан произносить эти слова после того, как называет имя пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Поэтому карикатура на пророка Мухаммада взволновала многомиллионную умму российских мусульман и не только. Конечно, нас всех возмущало то, что некоторые политики, в том числе руководители некоторых мусульманских стран, в обнимку, так сказать, с западными правителями шли с надписью «Je suis Charlie».
Но только в Чеченской Республике 19 января 2015 года был вот этот 1,5-миллионный митинг. Кстати, это была мирная консолидация созидательного, именно созидательного исламского духа. Это был протест не просто против карикатур, это был протест против грязных рук, это был протест против невежества, против вопиющего, кровожадного, именно кровожадного, архаичного язычества, вот этого улюлюканья. Ну а кто-то считает это свободой слова? Нет, это не свобода слова, это провокация. Ребят, свобода слова это не то, когда ты говоришь все, что тебе заблагорассудится. Независимо от того. Свобода слова же была и у папы Урбана, который сказал там, да, небольшую речь, и потоки бедных и обедневших, так сказать, крестьян и мелкопоместных дворян отправились с войной на Иерусалим. Простите, я ближе к делу Бориса Поэтому, Немцова. да, В свое время ближе, Рамзан да. Кадыров публично поддержал Заура Дадаева. Публично. Да, это Да. была защита. Сейчас Он и власти сейчас- Чечни он и- как поддерживают Заура Дадаева? Заур Дадаев известен как очень талантливый оперативник, человек, который особенно в Ножевертовском районе известны его Вы верите в то, операции что он против... действительно застрелил Бориса Немцова? Я не верю в то, что он его застрелил. Я считаю, что Заур Дадаев этого не мог сделать. В колонии Значит, как-то вы, поддерживают? значит, вы сомневаетесь в версии официальной Следственного комитета? Я сомневаюсь не в версии, я сомневаюсь, ну, в версии может быть, да, И я сомневаюсь, если версии они суда, утверждают, утвердившего это. да, я сомневаюсь в этой версии, я имею на это право. Я сомневаюсь в Джамбулат, этой версии, а вы бы не знаю, почему сомневаюсь. вы бы убили Немцова за поддержку карикатур За на поддержку. пророка Мухаммеда? Послушайте, помимо Немцова, тут огромное количество людей, которые поддержали эту карикатуру. Я всеми фибрами души буду ненавидеть того, кто рисует или поддерживает карикатуры на пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, и все, что зависит от меня, как мусульманина и чеченца, я сделаю для того, чтобы... Например? Я прямо вам говорю, я сделаю все возможное для того, чтобы наказать человека, который Например? рисует, ну, Который например, рисует, который поддерживает. Что вы сделаете? Все возможно. Значит, во-первых... Сказать смотрите, кому-то крайне- вот иди крайне убей меры. его. я могу ответить на вопрос, Пожалуйста. да? Отвечая на вопрос. Во-первых, я постараюсь грамотно переубедить человека и объяснить ему, что рисовать карикатуры на надежду почти 2-миллиардной человеческой массы уммы пророка этого, на которого рисуют эти карикатуры, как минимум преступление против человечности. Если этот человек этого не поймет и будет продолжать в том же духе, я съезжу ему по физиономии. Понимаете? Да, совершенно точно вам И это говорю. Не, подожди, Потому подожди. что съезжу, потому что я сделаю все для того, чтобы, так сказать, этот человек, вот, чтобы не видеть его никогда в жизни больше. Джамбулат, Я буду... конкретно, да. смотрите, конкретный пример. Да. Я говорю, что восхищаюсь карикатурами Шарли Эбдо на пророка Мухаммеда. Мы с вами через 10 минут расстаемся, я еду домой, вы едете по своим делам. Моя судьба дальше как складывается в этой Ну, ситуации? во-первых, вы сами прекрасно понимаете... Я от что- вас убегу, что- вы мне не да. съездите по физиономии. Да, Дальше значит, смотрите, во-первых, мы с вами никогда в жизни просто-напросто не будем общаться. Я не приду никогда на ваш эфир, зная, что вы фашист. Я никогда в жизни не буду с вами общаться, зная, что вы исламофоб, ксенофоб, что вы подлец и что вы мерзавец. Потому что не были бы вы таковым, вы бы не оскорбили религию человека, который пришел к вам с открытым сердцем, доверяя вам, даже где-то, так сказать, симпатизируя вам, да, который пришел и вот выложился перед вами. Много ли чиновников к вам сюда приходит для того, чтобы вот так вот, Вот сидеть смотрите, и отвечать на ваши знаю, вопросы? что Джамбулат Умаров обиделся на меня за поддержку карикатуры. Я доеду до дома. Ну, вы знаете, Джамбулат Умаров не Господь Бог, чтобы впускать вслед Ну, вы влиятельный Алексею. человек. Нет, вы знаете, дело в том, что если вы посчитали, там, поддержали карикатуру, просто-напросто вы, в моем понимании, встанете в один ряд с мерзавцами, которые это когда-то сделали, и я буду считать, что вы не стоите того, чтобы я там что-то где-то вас преследовал, бегал там от вас и так далее, потому что над вами уже вы сами себя подвергли великой опасности, это гнев Всевышнего. Поэтому, Прости, пожалуйста. знаете, есть хорошее, да, Джамбулат. ибо прости их, Господи, ибо не ведают, что творят, да?
Поддержка карикатуры – это грех, по-вашему? Поддержка любых проявлений, не только карикатур, любых ксенофобских проявлений, это, еще раз повторяю, это еще один толчок к гуманитарной катастрофе. Убийство достаточная расплата за вот такого рода Знаете поддержку? что, убийство это все крайние меры, это все в исламе расписано, как можно, что можно, по каким, так сказать, критериям нужно судить там и так далее, и так далее. Потому что, я еще раз вам повторяю, что есть масса методов противодействия вот подобным проявлениям. Ну, например, митинг. Великолепно. Мы остановили очень многих. Например, там заходить, знаете, там в редакцию, там, да, расстреливать, убивать, там всех подряд. Это конечно, кстати, не на метод. этом митинге, по-моему, как раз-таки религиозные деятели Чеченской Республики записали всю радиостанцию «Эхо Москвы» в тех, кто поддерживает карикатуры на пророка Мухаммеда. Вот возникает вопрос, почему? Почему позиция станции по тому, что нельзя приходить и убивать журналистов, воспринимается Чечней как поддержка этих карикатур? Немножечко не так, Алексей, потому что когда оскорбили вашу мать, а оскорбить пророка это еще хуже, значит, все остальные разговоры о том, справедливо, несправедливо, все, что касается наказания обидчиков, тебе по-человечески, подсознательно тебе кажется справедливым. И ты поддерживаешь каждого, кто совершает нечто, может быть, даже недопустимое и страшное по отношению к тем, кто имеет отношение к этому убийству или к этому оскорблению. Плюс к этому, я вам скажу, что сейчас мы с вами живем... Вы не поддерживаете эти убийства, правильно я понимаю? Мы Вы не же поддерживаем. Конечно, эти нет. убийства? Конечно, нет. Было официальное заявление Рамзана Ахматовича Кадырова, что убийство и такого рода насилие, это, так сказать, вообще любое насилие, оно В недопустимо. таком случае наша с вами позиция, она абсолютно совпадает. Она абсолютно совпадает, просто мы с вами, когда высказываем эти позиции, даже, может быть, априори совпадающие, мы с вами должны понимать, что их нужно правильно преподносить. Их не нужно... Вот мы много любим там рейтинги, хайп, я все это прекрасно понимаю, да, какие-то элементы шоу, там, я все прекрасно понимаю, как медийщик. Но, знаете, есть действительно сакральные границы. Есть границы, которые нарушать ни в коем случае нельзя. К теме религии. Ахмат Кадыров как-то объявил в середине 90-х России джихад. Священная война. Этот джихад прекращен? Ахмат Хаджи Кадыров, я сейчас тоже скажу одну фразу, дал газват обал дольцум, пусть Господь примет его шихаду, потому что шихада это мученичество в религии, ради Всевышнего, ради народа. Ахмат Хаджи Кадыров это не тот человек, который призывал к джихаду. Когда в самом первом, мы с вами не должны путать, когда в самом начале была вот эта война, я имею в виду, которая закончилась после Хасавюртовских соглашений. Минута остается. Да, Ахмат Хаджи пришел не для того, чтобы кому-то объявлять джихад. Ахмат Хаджи пришел как лидер, после которого началась новая совершенно эпоха. Ахмат Хаджи прозрел вместе со всем народом. И Ахмат Хаджи это продукт этого народа, который вышел из его недр. Это человек, это лидер, которого мы столетиями ждали. Этот лидер пришел, и сегодня Чеченская Республика процветает. И сегодня почти вся Россия знает, что именно Ахмату Хаджи и его взаимопониманию с Путиным сегодня Россия обязана вот этой победой. Так джихад Победой, Джихад был сам по себе, он отменился после того, как тогдашние правители, Масхадов и прочие, проявили свою слабость. Конечно, как может быть не отменен джихад, который, так сказать, после нарушения Хасавюртовских соглашений, все, нарушение договора, все тут же пропадает. Мы выходим из-под лона Всевышнего, и Всевышний уже не помогает тем, кто нарушает договор. Спасибо большое. У нас, к сожалению, закончилось время. Министр по информационной политике Чечни Джамбулат Умаров в эфире программы «A-Team». Соломин, Нарышкин, Осин и Гусаров провели этот эфир. Всего доброго. Всего доброго. У меня к вам просьба. Нас сейчас выключат с трансляции. Это была программа «A-Team». Хорошо. Можете задержаться на две темы буквально? Не вопрос. Еще, ладно? Спасибо. Спасибо. у вас. Спасибо. Нет, а понимаете, ребят, тут есть один вопрос. Даже тварь нельзя убивать. Да, Вот и все. абсолютно. А это твари, которые это делают.